Ну что ж, четверг, 8 августа 2024 года, 9 часов утра в Башкортостане, и мы начинаем очередной выпуск программы «Аспекты республики» на нашем канале. Это Евгений Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро. Совершенно верно. А вас, дорогие друзья, мы рады видеть в нашей прямой трансляции и будем особенно рады читать ваши сообщения, комментарии, реплики, мысли в нашем чате трансляции. И это касается, кстати говоря, не только кто прямо сейчас с нами здесь находится, но и тех, кто присоединится после того, когда стрим закончится. То есть будет смотреть запись. Читаем мы ваши комментарии. Я думаю, те из вас, кто особенно внимателен, замечали, что, например, я часто вступаю даже в дискуссию, если считаю уместным, скажем, отвечать на тот или иной вопрос. Здесь мы стараемся заострять проблемы, как говорится, правду озвучивать. Не всегда наши зрители совсем согласны. Это нормально. Это дискуссия, это попытка сохранить свободу слова там, где ее пытаются истребить от слова полностью и оставить вместо нее выжженное поле. Не буду сейчас повторять все мысли по поводу YouTube, вы хорошо о них знаете. И лишь напомню, что нужно подписаться на телеграм-канал, в частности, «Аспектов», для того, чтобы в случае чего не пропала связь между нами. В том числе в телеграм-канале, конечно, мы сможем написать, как через те же VPN-сервисы и так далее, можно будет следить за нами в YouTube и дальше, потому что запретить YouTube окончательно в России пока, я так понимаю, ресурсов и возможностей еще нету. Там даже и политической воли, судя по всему, нету, потому что они щупают, они ведут себя, так скажем, осторожно. Но что-то мне подсказывает, что россияне — это, в общем, к сожалению, такая категория граждан, которые так или иначе примут как должное любое решение и возмущаться на этот счет не будут. Я не видел ни одного какого-то массового явления за последние дни, чтобы кто-то возмущался. Даже блогеры 10-20-миллионники продолжают выпускать свои видео и скромненько говорить, что сложности начались, но мы продолжаем работать. И как-то возмущение о том, что это все беспредел, беззаконие, вопиющее, какая-то история, об этом никто не говорит. Я слышал, что есть какие-то блогеры типа Жени Бэдкомедиана, который в России до сих пор находится, или каких-то интервьюеров таких новой волны, так скажем, заменить Гордееву, Дудя и прочих иноагентов. У них какие-то возмущения были, но Надо не знаю даже, как сказать. Ладно, как говорится, были. Да, от этого какого-то результата сверхъестественного ждать не приходится. Ноль. А мы, соответственно, перейдем к нашей содержательной части. По устоявшейся традиции можно начать, скажем так, с простого, но важного. Городской телеканал ЮТВ сообщает, что чиновники в Уфе не смогли решить, кто отвечает за гнилое дерево в центре Уфы. То есть смотришь за событиями и думаешь, что у нас за деревья отвечают, и причем отвечают так, что прям такие щепки летят, что возмущаются люди о том, что эти самые деревья пилят где ни попадя и там, где не надо, скажем так. Но нет, не все так просто. В чем смысл? Далеко не все находится под чутким контролем чиновников, пишет издание ЮТВ. Уфимка обратила внимание на сухое дерево по улице Революционная, 14. А это, знаете ли, буквально напротив высотки Уралсиба, скажем, в историческом центре города, не где-нибудь. По словам жительницы, дерево гнилое изнутри и начало уже сыпаться. Фотография, кстати говоря, подтверждает ее правоту. Более того, из-за ветреной погоды дерево может рухнуть в любой момент. Почему-то не пилят такое дерево, спрашивает она. Гнилое, сухое, того гляди и рухнет, задается вопросом местная жительница. И дальше самое интересное. В администрации Ленинского района каналу ЮТВ сообщили, что зеленые насаждения находятся в обслуживании Горзеленхоза. И вроде бы, логично. Также они порекомендовали обратиться в это учреждение. А в самом этом самом Горзеленхозе, муниципальном учреждении, телеканалу заявили, что данный конкретный участок в границы обслуживания нашего учреждения не входит.
Таким образом, пока власти не смогли разобраться, кто и какую ответственность несет, пишет телеканал, сухое дерево может рухнуть в любой момент. Добавим, что по данным синоптиков в республике ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветров, например, вчера, 7 августа, должны были достигать 16 метров в секунду. То есть, опять же, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем совершенно формальный такой подход. Никому нет дела до реальной безопасности и тем более до какой-то эстетической красоты города. Просто не входит в нашу зону ответственности и, как говорится, трава не расти. Тут в прямом и переносном смысле подходит данное изречение. Я думаю, когда оно рухнет, тогда уже найдут и виноватых, и так далее. А пока зачем искать? Оно же не рухнуло еще, Руслан, ты что? Ну да. Не вредило. Я знаю, что когда рухнут, найдутся коммунальщики, которые вывезут в качестве мусора, скажем, рухнувшее дерево. Вот. И надо полагать, наверное, никто не погибнет. Просто вот это иллюстрирует, опять же, прежде всего подход, о котором я выше сказал. То есть, если не входит на наш участок, то, в общем-то, и не имеет значения. Вот это вот именно такое потребительское, даже не потребительское, но очень поверхностное отношение к собственному городу, в котором ты не только работаешь, но и живешь, в конце концов. Ну, понятно. Если переходить к, так скажем, началу, понятно, что впереди у нас главная новость вчерашняя – это Курск, я так думаю. Но из более-менее позитивного, вот Уфа вошла в топ-10 лучших направлений для экономного отдыха в августе. По данным опроса, 35% россиян предпочитают выгодный отпуск какого-то портала, об этом пруфы пишут. Вот. И, собственно, опрос Рамблер. И специалисты компании бронирования отелей и квартир составили список направлений для отдыха в августе этого года, где стоимость проживания за ночь будет наименьшей. Вот. На первом месте у нас Барнаул, Алтайский край, 1980 рублей за ночь. Дальше идет у нас Крым, потом Уфа и очень много Крыма. Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, Ставропольский край. Все в пределах, про Уфу пишут 2500 рублей за ночь. Вот мы вошли в эту замечательную десятку. Но я бы хотел сразу два слова сказать о том, что, конечно, опять же, уже так намекая на события в Курске, лично я бы воздержался бы от отдыха на таких территориях, которые не сегодня-завтра может что-то нехорошее произойти. И я думаю, что лучше тогда дома посидеть, чем отдыхать в, так сказать, приграничных регионах вроде Курской области, там, не знаю, Крыма, Белгорода и так далее и тому подобное. Ну, вообще, это, на самом деле, очевидный вывод, который напрашивается, и не вчера напросился, скажем, а довольно-таки давно, с самого начала полномасштабных событий, скажем, да, которые 24 февраля начались. Но, нашим соотечественникам же хоть кол на голове чеши. То есть, я молчу уже про то, что там надо бы относиться к этому с юридической точки зрения, да, а что это за территории такие, да, на каких основаниях они находятся, скажем так, в составе большого государства. Ну, даже если это отбросить, бог с ним, хотя бы о собственной безопасности. Вот, нет, дети толпами едут в Артек, который работает круглогодично, и там какие-то смены, вот эти вот, я не знаю, там типа форумов каких-то проходят. То есть там дети не просто проводят время зачастую, а вот я говорю форумы, я сам знаю людей и их детей, которые там очень много времени провели за последние пару лет буквально, и не обязательно летом, потому что вот эти движения первых, всякие юнармии и прочее, там буквально не вылазят. Скажем так, последователи наших, так называемых. Я думаю, многие помнят, да, этих самых наших, которые еще в нулевые гремели своей активной пропагандой среди подрастающего поколения. И мы, кстати, с тобой, по-моему, вспоминали недавно руководителя. Да, Якименко вспоминали. Я тебе больше скажу, в 2008 году, будучи совсем еще таким ребенком, я писал
письмо, что-то такое вот, типа, не хотите ли меня взять решения наши, потому что, ну, естественно, уровень политической грамотности у меня был ниже 0, вот. Мне было интересно, ну, движуха же, какое-то, Конечно. как сказать, такое новое комсомольское какое-то движение, так скажем, оно в том числе и так выглядело, какие-то социальные лифты, Вот, а, социальные лифты, конечно. Мгм. да, и там встречи с Путиным и так далее. Я такой: "О, какая-то вот прикольная движуха, надо бы что-нибудь". Но в итоге, я свернул не туда, к сожалению. Возможно, сейчас сидел бы я где-нибудь. Да, В поисках ответов на вопросы, да? конечно. Ну что ж, ну раз мы эту тему затрагиваем, в общем-то, вот есть к ней несколько важных иллюстраций. Например, администрация города Октябрьский в Башкортостане разместила закупку на приобретение патронов, причем не как-нибудь, а в рамках национального проекта «Демография». Это вот для сатирического информагентства «Панорама» в самый раз. Или для нашего этого Кумыс Ньюс. В курсе, нет, люди, что Да, есть такой телеграм-канал, в частности, да, который преподносит новости в сатирической форме. Надо бы, кстати, на него тоже подписаться. Очень немного там подписчиков, хотя прекрасные остроумные новости дает. Вот эта новость, к сожалению, не в нем вышла, а вполне себе в респектабельных аспектах, например. И поэтому здесь не до шуток. Значит, закупка была размещена 29 июля, завершена 6 августа. Заявку на участие в конкурсе подал один участник. Согласно документам закупки, спортшкола номер 3 собирается приобрести 30 тысяч патронов для спортивного огнестрельного оружия. Ну ладно, хоть спортивного. С нарезным стволом при этом, калибра 5,6 мм. Поставку необходимо осуществить до 20 сентября. Стоимость контракта 585 тысяч рублей. Источник финансирования – субсидии из городского бюджета. Есть пометка в описании, вот та самая любопытная. Национальный проект «Демография». Это вызвало интерес многих СМИ, опубликовавших информацию о ней. Каким образом сочетаются спортивные патроны с проектом «Демография», пояснений от городской администрации пока не поступало. Вероятно, патроны приобретаются по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», предположили журналисты. В прошлом году эта же спортшкола по нацпроекту «Демография» приобрела стрелковые металлические установки для стрельбы из спортивного оружия калибра 5,6 мм на сумму 1 430 000 рублей. Я добавлю от себя, что это даже не самое удивительное противоречие в нашей жизни. Да? Когда мы захватнические действия называем освобождением и дальше по списку, это, в общем-то, удивлять не должно. Но, к счастью, все-таки журналисты наших изданий, в том числе относительно независимых, на это внимание обращают, потому что понимают, что вот на этом примере они могут проехаться. Да? На реальных вещах, конечно же, невозможно, об этом говорить запрещено. А вот здесь, ну, хоть как-то намекнуть, собственное реальное отношение к происходящему вполне себе возможно более-менее без последствий. Не, ну, если спортшкола, ну, понятно, что это сатирически все выглядит, вот, меня очень насмешило, но если спортшкола себе приобретает какое-то оборудование и патроны даже за счет нацпроекта «Демография», то как бы бог с ними в целом. Ну, нет, опять же, это просто штрих к портрету. Понятно, что вот вообще криминала в этом смысле, в этом нет, никто, наверное, не погибнет из-за этого, и страшных каких-то Думаю, последствий не да. произойдет. В обычной жизни, я скажу, мы бы на это вообще внимания не обратили. Ну, понятно, спортшкола это что? Это про спорт. Это значит про сохранение здоровья там и так далее. Ну, а где сохранение здоровья, там и демография. Вроде бы есть, да, какая-то логическая цепочка. В целом, А да, то, да, а то, что это оружие, ну, как бы окей, меткость в людях развивает, какие-то, значит, физические способности такого, я не знаю, там, осязания и прочие органы чувств развиваются. Поэтому вот она логика. Но в наше время все немножко перевернуто, поэтому надо это иметь в виду. Ну что ж, давай дальше. давай подойдем уже, наконец, к новости про комментарий Радия Фаритовича Хабырова о трагедии в Курской области. Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал случившееся в Курской области.
Напомню, 7 августа боевики ВСУ прорвались через границу с Россией, вот, захватили какие-то поселения, вроде, я так понимаю, это поселок, да, Суджи. Вот. Ну, да, вот наиболее Да. крупное, судя по всему, поселение, это не просто мелкая деревушка, вот это надо понимать. Да, какие-то вот небольшие поселения, села и так далее, и в том числе, я так понял, пострадали машины скорой помощи, какие-то медики, 4 человек вроде как погибли. Мы вчера читали еще в том числе по поводу погиб, не погиб про военкора Поддубного, все-таки жив товарищ. Вот. Ну и Радь Фаритович прокомментировал, что вот прям слезал. То, что сейчас происходит в Курской области, провокация киевского режима, точь-в-точь то, что Путин сказал. Подлый враг бьет по беззащитным мирным жителям, в том числе по детям. От всего Башкортостана слова искренней поддержки курянам написал он в своих соцсетях, то бишь в телеграм-канале, я так понимаю. Да. А вот тут начинается сейчас у нас вот немножко вот это вот, потому что говорить немножко напрямую про ситуации, скажем, там в Буче, Ирпене и так далее, немножко не позволяет нам ситуация, имея... Ну, отношения продемонстрировать, в общем-то, мы можем при этом, что мы успешно всегда и делаем. Кстати говоря, отвечая тут Алтыгаю, который спрашивает, что не Z ли это площадка, имея в виду, видимо, нас, может быть, провоцируя на какие-то неадекватные реакции. Но неадекватных реакций не будет. Мы скажем, что, конечно же, здесь у нас в этом смысле никаких противоречий нет. И когда такие соболезнования человек приносит, соболезнования хорошо, точнее, да, то есть, как бы, когда у людей конкретных трагедий, нельзя не соболезновать любому человеку, даже заклятому врагу. Но вот о том, как подлый враг бьет по мирным жителям, тут, конечно же, есть вопросы, мягко говоря, да. А что случилось на этот случай? Есть такая вот, значит, фраза емкая, при которой вот так вот еще руки развести в разные стороны нужно и удивленный взгляд, да, с широкими глазами продемонстрировать. По-моему, это вот объясняет все. Или есть как-то еще дополнительно штрихи какие-то? Мне очень понравилась реплика журналиста Антона Рубина, который написал следующее: «С интересом и тревогой продолжаю наблюдать за трехдневной операцией по взятию Киева. У Путина все идет по планам, никаких сомнений у, собственно, Антона в этом нету. Да и как можно сомневаться в таком великом полководце?» Иронично пишет этот журналист. И тут, к сожалению, понятно, людей жалко, действительно, никакой иронии над гибелью медиков нет. Другое дело то, что, опять же, тут пройти мимо очень сложно. Есть некоторые сообщения СМИ о том, что некоторые вооруженные силы любят периодически ездить, так сказать, участвовать в логистике вот этих всех перемещений, боев, передвигаясь на гражданских автомобилях типа «Буханка». И не совсем понятно тут, черт ногу сломит, почему это произошло, как это произошло, и не является ли это ответной провокацией. В общем, углубляться не хочется, но все-таки насчет подлый трус, хотел сказать, подлого врага лучше периодически читать, не только смотреть телевизор, но и читать открытые данные. Я думаю, без меня вы, если захотите, найдете много всего интересного по поводу того, почему весь мир, например, накладывает на нас санкции цивилизованные, по какой причине. Вот. У нас есть свои открытые данные, которые вполне себе вот опубликованы. Например, вчера очередная порция некрологов в аспектах появилась. Это, в общем, настолько привычным стало уже явлением, частью информационного ландшафта, по крайней мере, среди тех, кто читает аспекты. Это вот даже уже если вдруг не вышло, да, подобное, то как бы кажется странным, а где? И на самом деле причина невыхода в иной раз, она не в том, что нету
да, информации, а в том, что просто, ну, как бы технические какие-то заминки произошли. Более 2600 уже подтвержденных случаев в Башкортостане. Это, конечно же, сохраняется рекордной величиной в Поволжье и практически по всей стране. Причем увеличивается разрыв в этой печальной статистике между данными аспектов и данными, которые считает иностранный агент Медиазона. Но я Медиазону понимаю в том смысле, что она ведет учет по всей стране, и там сложно. Вот, поэтому все понятно. У нас вот такие данные, и, соответственно, по каждой фамилии буквально эти данные вы можете находить у нас на сайте и в телеграм-канале. Иногда это более-менее подробные какие-то данные, иногда просто списочное наименование. Потому что, опять же, сами знаете, официально государство эти данные предпочитает не озвучивать, ну, мягко говоря, скрывая. За более чем 2 года Минобороны, сколько там, 2 раза, да, всего озвучило данные погибших. Где-то там в начале, в конце первого месяца и где-то через полгода. Но, опять же, эти данные уже тогда отличались от приблизительных подсчетов журналистского сообщества, независимого, безусловно, сообщества. Вот. Таким образом, значит, если говорить на эту тему дальше, ну, пока все, наверное, или есть что добавить еще из новостей? Не, ну в целом из новостей трудно что-то добавлять, потому что новости, понятное дело, они редко бывают сильно проверенными. Вот. И тут и я в целом предпочитаю воздерживаться до до того, чтобы прошел какой-то промежуток времени, чтобы какие-то люди уже смогли более-менее внятно написать о том, что произошло, как произошло. Ой, вот. Ну, если по Курску, там есть временно исполняющий обязанности губернатора. Я вчера немножечко попутно, будучи на мероприятии Ильи Яшина, писал о нем даже биографическую справку, то есть основную работу. И интересно, конечно, как обычно, он с утра отчитался, что все под контролем, все в порядке, а местные жители отреагировали, что ничего подобного, никакого под контролем и никакого порядка нет, никто их не эвакуирует, никто ими не занимается, сообщили местные жители в противовес губернатору, временно исполняющим обязанности, который, скорее всего, от этой приставки избавится вот-вот через месяц буквально, ровно, кстати, через месяц у нас по стране выборы 8 сентября. Ну, вообще, знаешь, так подытожить могу, что в России очень распространена такая традиция, немножко такая сказочная, немножко такая основанная на какой-то мифологии часто, если почитать историю, какие-то факты, очень много у нас каких-то таких, то Распутин, то еще что-то такое вот интересное. И если взять Курск, то вот я когда слышу Курскую область, у меня Курск, и я такой, ага, это же у нас в свое время один президент, когда пришел к власти, у него очень быстро случился Курск. Вот, и напрашиваются аналогии, что какое-то закольцовывание всей этой ситуации, потому что, ну, будем надеяться, что решение, оно как-то близко, мало ли что может произойти. У меня с Курском ассоциации почему-то связаны с частью биографии вице-президента первого и последнего России Александра Рудского, в свое время соратника Бориса Ельцина, а потом его заклятого врага. Почему я вспомнил, я смотрю сериал сейчас, не прошедшее время, он выходит сериями каждую неделю, и это ответ, в некотором смысле важный ответ, фильму «Предатели», нашумевшему, который иностранный агент запрещенной организации ФБК сделали весной. Это американский сериал с российскими спикерами, который снимался с 12 по 21 год. Прекрасное творение. Там никаких авторских вставок нет, только цитаты участников событий, вырезки из каких-то телепередач эпохи. И вот они добрались за 5 серий с конца 80-х до конца 93-го года, то есть до расстрела Белого дома. Прекрасная документальная работа. Рекомендую
Вот, если хочется отвлечься от текущих печальных событий, погрузиться в историю с помощью сериала «Не прошедшее время, самое время». Ну, у нас народ Вам- как будто бы только делает, что пытается отвлечься от негативных новостей, поэтому... Ну, это народ, а наши-то зрители, это все-таки отдельная категория людей, которые стараются думать, рефлексировать. И я предполагаю, что нашим зрителям, как и нам, бывает тошно от происходящего, и хочется все-таки иногда немножечко, я не знаю, голову в песок ли, или просто как-то поменять фокус зрения. Вот. И не сильно уходить, если от политизированной повестки, вот не прошедшее время, это прекрасно. Там прям противоречивые точки зрения сразу звучат, и это прекрасно. Сидит Рудской или Зюганов и говорят про Ельцина понятные вещи, да, и там Руслан Хасбулатов, пока еще был жив, это все снималось. А с другой стороны, там сидит Чубайс, там Валентин Юмашев и другие участники, которые рассказывают, что не мог Ельцин иначе поступить в 93 году, расстреливая здание парламента. В общем, там про все так. И про перестройку саму, и про шоковую терапию, а дальше еще посмотрим, до выборов дойдем, да, и до залоговых аукционов тех самых. Вот. А мы, соответственно, что должны сделать? Самое время вспомнить тему последних дней. Мы не можем не вспомнить. Женщина, та самая, ставшая, ну, скажем так, попавшая, точнее, в поле зрения НААС и особенно телеграм-каналов многих. Та самая женщина, которая оскорбительно высказалась в адрес конкретного человека вроде бы, но тем самым она одновременно расширила, скажем так, объект своих оскорблений до всего башкирского народа. Вышел ролик с ее извинениями, который я сейчас предлагаю посмотреть и сделать, возможно, какие-то первые выводы. Я Евстигнеева Екатерина Владимировна. Искренне прошу извинений за необдуманные оскорбления в адрес башкирского народа. Сказанные мною слова были в ярости после словесного конфликта с соседом. Я говорю от чистого сердца, никто меня снять это видео не просил. Ни с какими адвокатами я не консультировалась, русская община на меня не выходила. Мне очень стыдно, я раскаюсь в содеянном и сказанном, готова понести наказание за сказанные мною слова. Строгости по всей закону. Простите меня, пожалуйста. Ясно, женщина высказалась. И первое чувство, которое у меня возникло, когда я увидел этот ролик, что, разумеется, она лжет. Говорят, что она записала обращение искренне, на нее никто не оказывал давления, и никто даже не просил. И дальше она перечисляет тех, кто этого не делал. Видимо, имея в виду, что на самом деле именно они на нее и оказали давление. Слышите, какой слог она использует? Она заучила наизусть канцелярит правоохранительных органов и буквально на этом языке попыталась без запинки озвучить свое извинение. То есть там даже не пахнет уж, извините, какой-либо искренностью, на мой взгляд. Я могу ошибаться, могу не ошибаться, здесь мы не знаем. Можно предположить, что она сама для себя написала текст на таком языке, заучила его или там перед ней бумажку повесили, не знаю. Варианты разные есть, но факт остается фактом. Реакция какая-то произошла. Она, кстати, добавляет здесь, вы прекрасно слышали, что готова нести какую-то ответственность, любую, которая законом предусмотрена в этом случае. Но вот на этот счет никаких данных, по крайней мере, у нас пока нет, что там кто-то что-то возбудил, хотя бы административное дело и так далее, и так далее. Хотя, я напомню, собственные соображения, состав преступления, по крайней мере, если сравнивать с тем, за что осудили на 4 года Фаиля Алсынова, здесь, мягко говоря, налицо. При этом добавлю всячески раз от себя, что я, конечно, против кровожадности, и в таких случаях все можно решать мирным способом. Ну, не только в этом, но и во всех остальных случаях, безусловно. А Алсынов у нас в итоге в списке террористов и экстремистов, что я должен озвучить. Ой, ну как-то сложно, если следуют прям максимально жесткие матом оскорбления в сторону одного из таких крупных наших, ну там, понятно, башкиры, татары, русские, да, и, ну, естественно, там, живя в Германии, я думаю, что здесь, если что-то такое кто-то услышит, то ответственность будет, и ответственность будет большая, и я думаю, что не только штраф, да. Да, с этим строго здесь, я согласен. Конечно. Другое дело, что, ну,
почему бы за такое не сажать, просто чтобы это не использовалось в качестве какого-то политического инструмента для подавления определенной группы, там, не знаю, националистов тех же самых, да, которые здесь в парламенте сидят, во многих парламентах европейских, а у нас вот за счет каких-то таких попыток притянуть за уши у нас людей сажают. А если бы там справедливый суд, то я считаю, что вполне себе тетя могла бы отсидеть. И это было бы, наверное, хорошим маркером для других людей из особенно каких-то менее благополучных районов там республики, чтобы при спорах не доходить до вот таких вот оскорблений. Ну и вообще, конечно, спасибо нашим современным технологиям, потому что все вот эти оскорбления, они витали везде, а уж я молчу, как они витают в семьях. Вот, и там в мое там, детство и так далее. Вот. Да, слышали, конечно, господи. А теперь мы наконец-то можем, так сказать, вот на это поглядеть, на все, и хотя бы так людей где-то остановить от подобных заявлений. А вот Зуля Камалова пишет, что даже таких убогих жалко, когда заставляют извиняться и унижаться. Вот какие у нас великодушные и добрые зрители. Я понимаю эту точку зрения. Вот действительно, с одной стороны, хочется, знаете ли, вот как бы вот проучить вроде бы, да, чтобы мало не показалось. С другой стороны, понимаешь, что ну вот до такого человека, ну вот она же не понимает, что на самом деле она сделала, в чем опасность такого рода проявлений и почему как бы на нее ополчились. Она вот не понимает. То есть у нее, мне кажется, это на таком совершенно бытовом, каком-то таком совсем уж приземленном уровне находится, что наказывай, не наказывай. Как бы она, конечно, может заткнуться после наказания, но при этом понимания, почему этого делать не нужно, вряд ли, конечно, от нее дождешься. Вот такое ощущение. Опять же, это не говорит о том, что таких людей, имея в виду, что они ни хрена не понимают, не нужно наказывать. Нет, конечно. Как бы у нас не освобождает от ответственности. Конечно, да? Конечно. Ну, и единственное, что, с другой стороны, мне всегда в этом контексте не очень нравится, когда те самые националисты, которых сейчас активно слышно в инфополе, некоторые из них используют этот кейс для того, чтобы вывернуть ситуацию и показать, что типа, посмотрите, какие русские плохие. Товарищи, господа, если мы создадим условно телеграм-канал, там, не знаю, какая-нибудь «Русская правда» в Башкортостане, где захотим найти обратные случаи, мы их всегда найдем, потому что, ну, быдло не имеет национальности. И вот эти вот попытки загнать всех под дуду и сказать, что вот все на самом деле русское, оно вот такое вот. Вот эта бабка, это и есть вот вся Россия. Ну немножко это неправильно. Вот. И когда такое смотришь, а я часто, ребята хорошо работают, какие-то новости освещают, какие-то там, не знаю, новости, о которых не пишут наши традиционные СМИ, можно что-то интересное найти, но когда натыкаешься на вот такие вот рассуждения про тыкание пальцем в эту, абсолютно маргинальную тетку с попыткой всех натянуть на глобус, опять же, да, это не очень приятно и не красит данных товарищей, которым мы на стрим потом ходим и за свои слова объясняемся, например. Вот такой небольшой намечек. Ну что ж, а мы эту тему заканчиваем и переходим к следующей. У нас еще один фрагмент, он полегче с точки зрения восприятия, но тоже важен, потому что, к счастью, в республике какая-никакая общественная жизнь продолжается, и иногда в очень, скажем, любопытных и приятных формах. В данном случае я имею в виду творчество Фидана Кульмухаметова, который действует под псевдонимом в образе Бесшансова Тайфуна Курултаевича, депутата, получается, да, какого-то политика, который является лидером партии «Халык знает».
Он был вчера гостем программы «Аспекты мнений». С Разифом Абдуллиным общался в образе, то есть не в качестве, собственно, самого себя, а именно в образе. И, как я увидел в его соцсети после, он объяснил, что ему это было непросто, потому что в образе снимать ролики – это одно, а в образе находиться в качестве гостя студии, где задают острые вопросы, это немножко сложнее. Давайте небольшой кусочек послушаем, а дальше уже я жду ваших каких-то мнений, реакций по поводу Тайфуна Курултаевича и его творчества. Самый позитивный персонаж в наше время. Создайте партию, вступим, проголосуем. Что, ваша партия до сих пор не зарегистрирована? Вы знаете, мы долго думали, зарегистрировать ее, не зарегистрировать. Я почитал список партий, действующих у нас в России. По законодательству нынешнему партию свою здесь, в Башкортостане, я не могу создать. Могу я ее создать только в Министерстве юстиции. На всю страну. Москва, которая. Потом я думал, ладно, я создам эту партию. А толку? Вот в действующей, сформированной, зарегистрированной партии. У нас в нынешнее время в России около 50 партий. Вы знали об этом? Около 50 партий существует. Но партийной оппозиции у нас нету. У нас полная партийная консолидация действующей власти. Так ведь? Поэтому я не вижу толку. У нас скорее партийная коалиция. Да, коалиция, там, значит, ЛДПР, справедливоросы, вот эти вот коммунисты, новые люди, да, и слышал я, откуда ноги растут. Некоторые партии, может, думают, что вот мы набрали тут электората и будем деньгами шуршать. Факт, что создать можно, но вот вопрос, как потом дальше с этим жить, как быть, это же огромная работа. Надо же конкурировать. Вы сказали уже чуть-чуть немножко про свое отношение к баймакским ребятам. Но вот сейчас очень активная дискуссия идет по тому, кто виноват, там, что делать. Стоит такую дискуссию заводить, не стоит? Честно говоря, я смотрел, и, вы знаете, достаточно уважаемые люди в определенных кругах. Но я к этим кругам не имею никакого отношения. Я пару раз здоровался с Уралом Байбулатовым, один раз здоровался с Фанзилем Ахмедшиным. Но вот, чтобы находиться в их движениях, мне кажется, я немного другого все-таки толка человек. Вот. И в вашем эфире мне, конечно, было немного стыдно. Адрек оят булде. Немного. За что-то или за кого-то? За то, что такое происходит сейчас. Что вообще происходит такой разговор? Да. Караван идет, собаки... Вот ситуация какая. Караван – это наша власть, а собаки – это вот эти оппозиционеры. И вот если представить эту картинку, то я ни там, ни там. Я на какой-нибудь дюне стою, просто наблюдаю. Люди могут думать все, что угодно, но я продолжаю свою деятельность самостоятельно. Как я уже сказал, чемодан мой пуст. Здесь мой телефон только, которому я Киевга звоню. Дипломат мой пуст, но надежд полон. Допустим, представим, что вы на дебатах с Ради Фаритовичем. Я попытаюсь отыграть образ Ради Фаритовича. Угу. Мой вопрос? Да. Значит, я бы спросил, Ради Фаритович, почему у нас ситуация с дорогами запаздывает очень сильно? Очень сильно. Конец лета, а у нас в некоторых районах до сих пор нету ямочного ремонта. Почему? Июнь был светлый, солнечный. Почему запаздывает? У вас что, финансирования нету или что? Почему, я бы спросил, у нас везде в районах мне жалуются, народ говорит, у нас ДРСУ закрыли. И не понимают, что дальше. Вы осветите, пожалуйста, ситуацию вот с Башкиравтодором. Как там дальше он будет работать? На каких условиях он будет? Это будут частники или это будет госучреждение? Народ не понимает и злится. Людям надо объяснять, что происходит. Какие процессы у вас? Реконструкции, банкротство или что идет? Вот так вот спросил. Жду от вас ответа, Ради Фаридович. Я дам поручение, с этим разберутся. Ловко. Что бы вы у меня спросили? Я бы. Тайфун Курултаевич, сколько вы будете будоражить народ? Как я будоражу? Что значит будоражить? Что вы зачем подразумеваете? вы всякие болячки выносите? Да расскажите о чем-нибудь хорошее, какой-нибудь бабушке, которая там 100 лет живет. По-вашему, в этом ценность общественной деятельности? Показывать, как старый человек до сих пор танцует? Я думаю, нет. Нужно быть полезным. Нужно быть полезным. Я занимаюсь полезной деятельностью. Не только для народа, но и для команды нынешней власти. Потому что я через свои видео помогаю им быстрее дойти до той или иной проблемы, которую они не видят просто. И могу предположить, что глава или там президент может просто не видеть какие-то проблемы. Страна большая. Но если взять у нас республику, у нас и бюрократы, и, значит, бестолковые чиновники и так далее. Некоторые проблемы просто не доходят доверху. И таким образом я помогаю.
Ну а мы продолжаем. Это был Фидан Кульмухаметов в образе Тайфуна Курултаевича Бесшансова, лидера партии «Халык знает». А Евгений тем временем дал свою оценку нашему гостю. Он птенец Мурзагуловского гнезда, креативный человек, этого не отнять, пишет Евгений. Вот такая оценка. А Женя у нас, я думаю, вообще может на эту тему долго говорить, поскольку работал вместе в одном коллективе над одной программой вместе с Фиданом и другими коллегами. Я имею в виду проект «Вассалям». Или я ошибаюсь? В том числе с Ульяной Трегубчак, да. Так что про Мурзагуловское гнездо. Ну, давайте так. Во-первых, я про себя тоже тогда уж могу сказать. Да мы все тогда из Мурзагуловского гнезда. Только вопрос в том, что если человек работает на телевидении, хочет работать в Башкортостане на телевидении, то в любом случае можно, тогда нас всех приписать к каким-то гнездам. А вообще, в целом, тогда давайте скажем, что Фидан вообще по-хабировски какой-нибудь из этого гнезда. Это, мне кажется, не совсем правильно. Спасибо, в том числе, всегда так немножко, может быть, стыдно в приличном обществе это сказать, но нет, спасибо, в том числе Ростиславу Равкатовичу на тему того, что какие-то были смелые проекты, которые он в силу какой-то занятости не всегда контролировал. Мы могли что-то ляпнуть, мы могли что-то сделать. И в том числе какие-то люди, в том числе Фидан. Мне часто в силу нашего с тобой, Руслан, статуса очень тяжело говорить комплиментарно про Фидана, потому что лишний раз что-нибудь не сказать про него. А я, работая с ним, видел глубоко порядочного и глубоко в повестке понимающего человека, так скажем, намекнем. И мне кажется, что вот этот проект это его, конечно, прям взлет, и он сделал бриллиант, потому что, в отличие от нас с тобой всегда можно обвинить в том, что за нас платит Госдеп, Польша, все что угодно, мы враги, а этот человек, он бьет по этим, как сказать, по нашим властям, по таким жлобским, на самом деле, не очень умным ребятам, бьет иронией. А это превращает их из этих серьезных, грузных начальников в ироничных, немножко таких смешных дурачков. Понятно, что здесь в интервью, как мне показалось, не вышло, потому что Фидану приходилось отвечать все-таки больше как Фидан, потому что в образе находиться большое интервью, мне кажется, это, в принципе, очень тяжело, потому что образ так не раскрывается. Он в целом среди коротких видео, то есть какой-то сценарий, не более того. Какой-то полноценным шизофрении человек еще, слава богу, не обладает, чтобы полностью в это все переключаться. Но проект замечательный и по качеству, и по юмору. Вау. Я иногда ему пишу прям, что... У него есть поклонники, кстати, удивительные, которые тоже, конечно, пытаются искать какие-то двойные смыслы. Когда Фидан действительно подошел в порядке импровизации к Хабирову, по-моему, на открытии мемориала в честь Салавата Юлаева в Салаватском районе, многие написали: постановка, то есть на Хабирова он работает. Там настолько, даже не надо быть специалистом, не надо знать Фидана, чтобы видеть, что это было естественным путем, то есть импровизация это была, никакая не постановка. Но нет, люди часто то ли специально провоцируют, то ли действительно не понимают простых вещей. Ладно, у нас немного времени. Мурзагулов, которого ты упомянул, у нас иностранный агент, мы должны сказать. А я добавлю от себя, что еще один иностранный агент, освобожденный по обмену политик Илья Яшин, вчера выступил перед общественностью Берлина. Около 3000 человек, по моим таким оценочным суждениям, там собралось. Подавляющее большинство, практически все, за исключением одного человека, были абсолютно рады происходящему. Я кое-что поснимал. Посмотрите, на моем личном YouTube-канале есть 5-минутный ролик, по-моему, хорошо отражающий обстановку, атмосферу и некое содержание того, о чем там говорили. Хотя, я думаю, многие из вас и так смотрели трансляцию, которая велась в прямом эфире на, собственно, канале, например, самого Яшина. Тут Наиль пишет: я не с Мурзагуловского гнезда, я из гнезда Мелеузовского. Надо сказать, Мелеуз рядом с Кумертау, а Мурзагулов родом из Кумертау. Так что в любом случае из одного теста сделаны. Ладно. Что у нас? Новости. Я могу немножко
поджечь, так скажем, потому Давай. что я вчера с интересом читал некий телеграм-канал Дилары Гундоровой, я все ее пытаюсь Гундаревой назвать в честь советской актрисы, но Гундорова, которая, помимо того, что написала 2 прекрасных больших поста, я не знаю, вы освещали или нет, по поводу того, что Хамитов в 2018 году оставил Хабирову кубышку в 70 миллиардов рублей, а теперь Башкирия в долгах. Это очень интересно почитать, хорошая аналитика. Я не знаю, кто это писал, сама ли Дилара или нет, но окей. Ну, За слушай, неимением по-моему, фактов. она сама пишет, и в данном случае пишет о том, о чем, в принципе, знает, скорее всего, потому что, да, она занималась контролем денег в республике, и здесь даже мы, люди посторонние наблюдающие, знаем, что действительно при Хамитове кубышка была. Мгм. Ну, просто она пишет такие огромные полотна и в таких количествах, что кажется, что там целая команда огромная из копирайтеров сидит. Вот. Но мне, так как постов очень много, они большие, и, как бы сказать, ты читаешь один, а выходит следующий, мое внимание привлек пост, который называется «Тишина». Тишины, хочу тишины, который показывает Дилару. Ну, у меня отношение часто к этому персонажу резко негативное, и вот Мгм. тут, например, она себя с этой точки зрения раскрывает. Дилара, ты пока можешь прочесть в целом этот пост, она говорит о том, что у нас многонациональная республика, где всю жизнь есть какие-то проблемы, проблемы там религиозного характера, культурного характера, там национальных каких-то нюансов, но мы тем не менее все живем вместе, и, как сказать, ну мы же так много лет вместе провели, ну, то есть у нас гораздо больше общего, да, грубо говоря, там русские едят эчпачмак, башкиры поголовно знают русский и так далее, все вот прекрасно, замечательно, смешанные браки, согласен. Религиозных проблем у нас в целом тоже в Башкортостане, не сказать, что какие-то там большие, радикальные есть. И тут она говорит, что вот политика, это же такое совсем чуждое дело, по большому счету, там же везде закопаны какие-то интересы, это же все так вообще не про народ и не про справедливость. И, ребят, а что ж такая ненависть-то вообще? А почему в Башкортостане такая ненависть, и почему люди, так сказать, в приоритет не ставят какие-то скрепляющие вещи вроде там общих блюд или семейных каких-то ценностей, а вместо этого собачатся по теме мигрантов, гегемонии Америки, СВО и так далее. Почему это приводит к каким-то большим конфликтам? Ведь у нас столько общего. И, почему, да, вот она задается. Тогда я, в принципе, не понимаю, откуда берется всплески ненависти в нашей стране, в нашей республике. То евреев ненавидим, то мигрантов, то вот и так далее, в том числе вот СВО. Хотелось бы этому недоумевающему человеку обратиться и сказать, а в диктатуре как-то вот оно разве не радикализуется общество? Разве не сама власть это все радикализует? Разве мы бы с Русланом уехали бы в Германию, если бы нам дали просто говорить и высказываться по там конкретной теме там СВО и так далее. Понятно, что в том числе причиной была мобилизация, но, опять же, и о ней тоже лишний раз сказать ничего лишнего было нельзя. Естественно, та ненависть, которая накапливается у людей посредством накачки пропаганды по теме там, Украины, Америки и так далее и тому подобное, она выливается в том числе какую-то ненависть в вещах, которые вроде как по телевизору об этом не говорят. Вряд ли по телевизору говорят о ненависти к евреям напрямую, по крайней мере. Наверное, к отдельным личностям больше, да? Или к мигрантам, но в итоге все это выливается в то, что выливается, и многие Z-паблики пишут о том, что вот, там, я не знаю, какой-нибудь Соловьев защищает мигрантов, они пишут, а ведь он тоже враг получается, и уходит в какую-то вот такую, как это, господи, черносотенную, в этом плане, может быть, Рамиль Рахматов какой-нибудь прав, говоря о том, что история повторяется, действительно, черносотенное движение в России, его много, и ну, я не понимаю, чему здесь удивляться, и вообще, кстати, она часто пишет в такой... Тут она этим постом отвечает не Игорю, и вообще у нее повестка такая достаточно зедовская. Поэтому, Да-да-да.
Мгм. Очень даже такая псевдопатриотичная, я это псевдо называю, потому что я себя патриотом считаю и тебя. Вот. Конечно. Поэтому Мгм. все это немножко грустно. Ее просто часто называли каким-то таким кандидатом от народа, прекрасным демократическим лидером. Но из того, что я читаю, я вижу вот примерно то же самое, только в профиль. Вот. В целом я на этом закончу. Согласен. Да-да-да, это так. Кстати, лишь добавлю буквально следующее, что пропаганда, она мощна и изощренна, она очень крута на сегодняшний день, и время идет, и люди, которые изначально 2 года назад, например, были совершенно настроены критически, скажем, к тому, что делает наша страна, на сегодняшний день я с большим изумлением и огорчением замечаю, что по большому-то счету они не то чтобы встали на сторону режима, нет, но они говорят, ну, это не все так однозначно. То есть Америка же все виновата. То есть все равно доходит вот эта вот пропаганда даже до тех людей, кто пытался критически мыслить. Это беда и это трагедия даже на самом деле, которая есть, ее нельзя отрицать. Вот. А что касается Эдуарда Ахсанова, я тоже хочу ответить в чате. Любой журналист всегда лоббирует интересы определенной группы людей. Другое дело, если эта группа людей большинство, то считается, что журналист независимый. Ну ладно, вторая часть может быть более-менее, скажем так, близка к такой как бы истине, что ли. Но мне не кажется, что верно было бы утверждать, что всегда журналист лоббирует интересы определенной группы людей. Вот я, например, склонен считать, что я лоббирую интересы всех граждан, даже тех, кто на сегодняшний день думает иначе. Да? То есть, когда мы говорим о патриотизме, это не для красного словца. Когда я рассуждаю о том, что патриотизм – это любовь к стране, а не любовь к начальству, это тоже как раз-таки про то, что в стране, в принципе, можно создать условия, в идеале, в которых будет более или менее комфортно жить всем категориям, даже тем, кто не согласен с, ну, скажем так, демократическим устройством мира. Вот. Да, это слишком голубые мечты, может быть, да, это может быть утопия даже в некотором смысле недостижимая, но все-таки во главе угла, скажем, мотивацией для действий и для работы лично для меня является именно это, но никак не лоббирование интересов отдельной группы лиц. Какой группы лиц? Я даже вот ума не приложу, если попытаться даже, да, порассуждать на тему того, какую группу я отстаиваю. Вот, но все-таки дальше у нас есть еще кое-что из новостей, важное нельзя упустить. Брат политического иммигранта и иностранного агента Руслана Габбасова. Я напомню, что он был под уголовным делом, Рустам Фарареддинов его зовут. И, судя по всему, он был под преследованием не просто так, а в качестве некого заложника. Вот, его обвинили в причастности к содействию террористической деятельности. Ну, то есть, дескать, сам Руслан Габбасов занимается этой самой деятельностью, а брат, который с ним общался, этому якобы содействовал. И когда его задерживали, с его слов мы узнали, что силовики сказали, что будешь сидеть за брата. Так вот, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, военный суд, который проводит заседания в экспресс-режиме в закрытой форме, его приговорил уже по этому делу к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первые 2,5 года должен провести в тюремной камере, соответственно. Вот. Таким образом, с одной стороны, мы видим в последнее время новости обнадеживающие, вроде бы какие-то обмены пошли, а с другой стороны, вот прямо здесь и сейчас происходит то, о чем некоторые освобожденные политзаключенные говорили, что это еще и побудит, скажем так, систему усилить посадки для того, чтобы пополнять обменный фонд, для того, чтобы он был большой, разнообразный, чтобы на любой вкус и цвет у системы были люди, которых можно было бы обменивать на шпионов и других, так скажем. Ну, давай так, насчет позитивных новостей не совсем соглашусь. Все-таки мы обменяли, ну, не мы конкретно, а цивилизованный мир, и не совсем, 16, в том числе наиболее таких медийных во многом политзеков, но у нас больше 1000 сидят в тюрьмах сейчас, и еще, по-моему, на 2000 где-то, опять же, округляю, еще заведены дела. То есть, ну, как бы, пока это системного хода не дало, пока мы систематично их не обмениваем, это скорее такой проблеск
в такой вот пространной темноте у нас есть какой-то луч света в виде освобожденных, в том числе сильно больных, как Володя, да, политзеков, поэтому за них можно порадоваться, но системы-то в этом нет никакой. И параллельно с этим постоянно приходят новости о том, что этого посадили, этого привлекли и так далее. Я вижу, что у нас совсем мало времени, поэтому я бы пробежался. У нас есть потрясающая новость, мне понравилось. В Уфе будет строиться биолаборатория. Госэкспертиза дала добро проекту по исследованию опасных вирусов. Проект за 13 миллионов рублей разрабатывала компания «Проект Мастер». Предполагается, что приступит к строительству в 4-м квартале этого города. Располагаться она будет на улице Шафиева. Здание та-та-та-та-та. Сейчас позволяет в течение 24 часов расшифровывать опасные и неизвестные инфекции. Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов об этом в апреле говорил. Мне в этой новости больше всего понравилось, так как она не политически никак не окрашена, то, я так понимаю, боты к Уфе-1 не заглянули. И там замечательные комментарии про то, что зачем мы строим вторую Ухань, какой дурак ставит тут пальцы вверх. Почему? Ну, то есть недоверие к власти, оно прямо здесь зашкаливает. Шафиева и Зорги будут в вирусах, пишут. Скоро зомбаки из Уфы и так далее и тому подобное. Тут не только недоверие к власти, но и недоверие всему прогрессивному вообще тому, что есть среди людей. У нас же это вот конспирологи, любители теории заговора и так далее. И то это, есть, к сожалению, тоже правда, да. Про Ухань-то верно, да, или про Ухань, как там верно говорить, про китайский город. Есть предположение, что оттуда коронавирус сбежал. Ну, блин, а все остальное это уже домыслы, как говорится, и раздувание из мух слона, на самом деле. Ну, вообще, конечно же, наука, она не может развиваться, если ее не развивать. Знаете, то же самое, что ты не дойдешь из точки А в точку Б, если не будешь идти. Это как бы вот звенья одной цепи. Вот. А еще, конечно, когда говоришь про биолабораторию, у меня тут же, знаете, такие какие-то отсылки к тому, что обнаруживалось якобы нашими войсками, значит, первые особенно месяцы военных действий. В Украине? И у меня бабушка много рассказывала, что, говорит, в Грузии, а ты знаешь, что, говорит, в Грузии биолаборатории. Я так, да, в целом. Что? Бабушка рассказывала? Да, что она посмотрела, что в Грузии тоже вот биолаборатории и так далее. По разводу боевых комаров, видимо, вот этих там перелетных птиц и прочих этих самых диверсантов из животного мира, значит. Ну, к счастью, кстати, забыли об этом в последнее время. Хотя, с другой стороны, почему к счастью? Наверное, лучше бы вот таким образом мозги пудрили, чем про американцев что-то рассказывать. Про американцев, которым до нас вообще никакого дела как не было, так и нет. Ну, блин, когда люди вполне серьезные начинают об этом говорить, хочется просто, я не знаю, головой об стену на самом деле биться. Нет, чтобы оформить визу этим людям и съездить в те же самые США и посмотреть, нет. Ну ладно, это, как говорится, глупости на самом деле, думать так, что люди могут ради того, чтобы получить ответы на вопросы, оформить визу и куда-то ехать. У тебя осталось что-то еще из новостей? Да, конечно. Есть. Также я люблю из телеграм-каналов много чего брать. Вот тут новость про то, что темпы роста алкоголя в Башкортостане превысили общероссийский, по-моему, даже больше, чем в 2 раза превысили. Производство выросло. Да, составило 2,5 декалитров, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Да, это более чем вдвое превышает общероссийские темпы роста. Кроме того, розничная продажа алкоголя в самом Башкортостане составила 2,5 миллиона этих самых декалитров, увеличившись на 4%, то есть уже не так сильно по сравнению с аналогичным периодом. Естественно, наши оппозиционные телеграм-каналы не могли не назвать это политика спаивания, хотя, я не знаю, может, ты не согласишься, как по мне, эта новость, она скорее про клевый бизнес. Молодцы башспиртовцы, в том числе, они выходят, значит, на новые рынки, и увеличивают производство, и алкоголь все равно будут люди пить.
вне зависимости от того, ну, значит, не наш алкоголь будут пить, а тут наш пьют, значит, у нас компания развивается. Там, я так понимаю, Башспирт, конечно, в первую очередь имеется в виду, ну и замечательно. Зачем запрещать? Ну, в этом смысле, да, легальный алкоголь качественный лучше, чем нелегальный, а тот, кто собирается выпить, что бы то ни было, он выпьет в любом случае что-то. Пусть лучше это будет что-то нормальное, да, в конце концов. Ну вот, я в своих видео постоянно ругаю там того же Хабирова и так далее, но есть какие-то факты, а есть попытка вообще все притянуть к тому, что Хабиров и еще добавить туда армян обязательно, иначе это не звучит. Армяне и Хабиров во всем виноваты. Вот Башспирт увеличивает производство, это армяне и Хабиров пытаются споить Россию. Ну, ребят, давайте прекращать, пожалуйста. Вот, потому что иногда читаешь комментарии от своих таких поклонников, так скажем, которые очень любят тебя поддержать, и при этом сказать, что молодец, Жень, так этих армян. И я такой, ну, нет, спасибо, вот я как-то вот не с этим. Да. Я согласен. Вообще, поиск виноватых – это наше любимое занятие. Вот вчера, кстати, был второй же эфир «Аспекты мнений». Я упомяну, если вдруг пропустили. Я вел программу с общественником Фаизом Шайхисламовым, один из участников Баш-нацдвижения, так называемого, да. Правда, не очень публичный человек. Вот он решил высказать свою точку зрения по поводу многочисленных событий последних лет. Мягко говоря, его видение не лежит в общепринятой установленной канве. Поэтому, если интересно все-таки попытаться разобраться и услышать дополнительные версии событий, послушайте. Ну, скажем так, от него звучат нелицеприятные вещи в адрес актива запрещенного уже движения «Башкорт». И по поводу Фаиля Алсынова, скажем, у него не столь однозначное мнение. Не то, чтобы он его считает каким-то деструктивным активистом, а в том, что, в общем, он является не очень самостоятельной фигурой. В общем, разные там, я вижу, и комментарии, ну просто-напросто взрыв произошел, потому что действительно звучат непривычные вещи. Обратите внимание, эфир у нас на канале опубликован. Вот. Ну а мы будем заканчивать, видимо, сегодняшнюю встречу. Видимо, да, закругляться, наверное. Скажем, что сегодня в «Аспектах мнений» представитель КПРФ, бывший депутат Госсобрания Рустам Хафизов, в гостях у нашей... Надоевший. Ну, я говорю, потому что вот его приглашают, я не могу ничего с этим поделать. Ну, тут можно посмотреть, Руслан, на те эмодзи, которыми маркируют его каждый эфир зрители «Аспектов». Там в основном какие-то либо клоуны, либо еще что-то такое, либо там чего похуже. Так что... В общем, не буду здесь я в этом смысле перебарщивать с реакциями. В общем-то, ладно, мы свободная площадка. Если человек имеет мнение и готов высказывать, пусть высказывает. Окей. В этом смысле мы открыты, да. То есть, и иногда, кстати говоря, обращаясь к тем, кто жалуется, а вот почему не приглашаете меня, пишет человек в комментариях зачем-то. Ну, во-первых, надо заявить о себе для начала, сказать, я хочу, у меня есть мысли, а давайте, значит, меня пригласим, потому что я общественный деятель, например. И тогда это легко решается. Друзья мои, обращаюсь я к тем, кто вдруг обижается на невозможность высказаться. В этом смысле мы ждем, если не всех, то хотя бы тех, кто обладает, еще раз, какой-то позицией, и хоть каким-то общественным статусом. Понятно, что условную домохозяйку, которая просто на кухне привыкла рассуждать о политике, может быть, мы, наверное, звать не будем. Так ни о каких эфиров не напасешься. Вот. Вот Наиль нам рекомендует звать Юмагулова в эфир, просто было бы интересно. Насколько я знаю, Разиф Абдуллин на эту тему работал с ним и звал его, но что-то, видимо, пошло не так. Уточним. Вот. Печальную тут мысль и комментарий все-таки зачитаю от нашего зрителя. Дильмухаметова не освободят никогда, так как он способен объединить и консолидировать башкир, а Яшин и Карамурзы ничего сделать не смогут, пишет нам с непонятным ником человек. Точка зрения, может быть, и имеет право на жизнь, но я все-таки не согласился бы с ней, потому что она очень печальная точка зрения в обоих утверждениях. Я буду надеяться, что и Яшин с Карамурзой, иностранные агенты, на что-то способны, и Дильмухаметов все-таки должен будет выйти на свободу. Будем верить и действовать в этом направлении. А пока прощаемся с вами. До новых встреч, друзья. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо. Не забудьте про лайк, про комментарий. Пока. Пока-пока.